Добрый день, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». Мы вновь в прямом эфире на наших платформах Facebook и Instagram. Все самое интересное вы можете посмотреть чуть позже в YouTube, мы обязательно зальем. И мы обсуждаем самые важные актуальные темы, которые волнуют кыргызстанцев в самой стране и не только. И сегодня в гости к нам пришел очень важный, интересный человек, который, я думаю, что поможет ответить на важные вопросы для бизнесменов, для простых граждан, на вопрос о том, что делать с бизнесом ввиду наступившего кризиса. В гостях у нас бизнес-омбудсмен Кыргызстана господин Роберт Ортсмит. Спасибо за то, что вы посетили нас, за то, что ответили на наше приглашение. А сопровождать его будет прекрасная переводчица, потому что господин Ортсмит говорит по-русски, понимает, но для полноты ответов мы все-таки предпочитаем, чтобы он говорил с переводчиком. Все те, кто хочет, может задать ему вопросы, но самое главное, что вопросы мы подготовили заранее и будем обсуждать их очень важно. Вот сейчас кризис, все это поняли, весь мир это понимает. И насколько наши бизнесмены и кыргызстанцы понимают, что необходимо перестраивать свой бизнес для того, чтобы существовать дальше. Насколько это тяжело происходит. Yeah. So this is about how businesses can change to survive, correct? Yeah, you're right. I mean, it is a crisis. It's a crisis not just for Kyrgyzstan. This is a crisis that's now been going on for the past 2 years with the pandemic, with regional and international geopolitical events that are having a profound effect on economies around the world, not just Kyrgyzstan. But Kyrgyzstan is a small country with a small economy, a small tax base, and with difficult communications to get in and reliant on imports, the impact has been so much greater. Да, вы абсолютно правы. На самом деле сейчас происходит финансовый кризис. На протяжении последних 2 лет мы наблюдаем такую ситуацию. И это не только в Кыргызстане, но и по всему миру заметно, потому что на данный момент нынешние международные региональные события геополитического плана имеют напрямую эффект не только на Кыргызстан, но и на весь мир. Но так как Кыргызстан — это маленькая страна с маленьким бюджетом, и также у нас небольшие налоговые поступления, то мы напрямую чувствуем эффект в Кыргызстане. У меня такой уточняющий вопрос. Мы смогли выйти из кризиса 2020 года, который наступил из-за пандемии? То есть мы начали выходить из него, и мы попали в новый? I think it's a continuation, personally. But to go back to your initial question about companies and the need to be flexible, the need to adjust, the need to rethink, that's exactly right, and I'll go into what I mean about that. Я думаю, что это продолжение того же самого кризиса, и возвращаясь к вашему первому вопросу о компаниях и о том, как они адаптируются, я считаю, что все компании должны быть гибкими и готовыми меняться для того, чтобы продолжать существовать. So what's always impressed me here is the strength of entrepreneurs, and I think there are entrepreneurs here in Kyrgyzstan that are world class. Good businesses, good entrepreneurs are always flexible, whether there's a crisis or not, and the best companies know how to maneuver, know how to change direction, to take advantage of opportunities. And even though this time is really challenging, there are opportunities around it as well. So we're already seeing companies move, not just in Kyrgyzstan but around the world, and be more flexible to change procedures or where they're looking to do business. And that will happen here as well, and it is happening. Что меня всегда поражало, так это наша сила предпринимателей здесь, потому что здесь предприниматели мирового уровня, они показывают отличные результаты. И также любой предприниматель должен быть гибким в условиях нынешнего кризиса, потому что необходимо маневрировать, приспосабливаться. И только тот предприниматель, который будет не только вред видеть, но и пользу и возможности, сможет оставаться на плаву. Также мы видим такую тенденцию во всем мире, не только в Кыргызстане, то, что всем предпринимателям на данный момент приходится адаптироваться. У меня такой вопрос. Если все у нас очень мобильные, flexible, как вы сказали, то почему мы тогда все равно страдаем и продолжаем быть в кризисе? Why is the crisis continuing if companies are flexible? Yes. Yeah. Well, you've got to look at the location of Kyrgyzstan and the structure of the economy for that. Kyrgyzstan is a double landlocked country. Communications have
have not been working as effectively throughout the pandemic as borders have been closed. You know, the border with China has not always operated to its highest capacity. There have been problems in terms of getting things in and out of the Kazakh border on occasion. It's more difficult to transport things, and Kyrgyzstan needs imports. It doesn't matter whether it's agricultural products or whether it's a finished product. Almost everything that is produced in Kyrgyzstan in some way relies on imports. Нам нужно брать во внимание локацию, то есть место, где находится Кыргызстан, потому что это не только зависит от труда наших предпринимателей, но и от местонахождения, потому что Кыргызстан – это страна, которая со всех сторон окружена другими странами, то есть у нас нет выхода в другие страны другими путями. И также ситуация на границах усложнила коммуникацию, потому что границы с Китаем тоже были попеременно открыты-закрыты, с Казахстаном тоже были некие проблемы, а Кыргызстан нуждается в транспортировке своего товара. Мы напрямую зависим от импорта товара, который мы производим. And, sorry, can I just add something else? The other side is, of course, that the government here does not have big resources. So it was not possible during the pandemic for the government of Kyrgyzstan, for the state, to offer as much support as was possible for richer countries. Также нужно брать во внимание то, что у правительства, к сожалению, нет больших ресурсов, и во время пандемии не было возможности оказывать такую помощь, в которой нуждались наши граждане. So some countries, like my home country, for example, paid a lot of the salaries or a percentage of salaries for workers. Understandably, that wasn't possible here, and so as a result, some companies went bankrupt, others couldn't afford to pay their workers, others couldn't export, couldn't do business to the same amount. So I think the impact of the last 2 years on Kyrgyzstan has been much greater than in many other countries. В других странах, например, в стране, откуда я приехал, также страна выплачивала какую-то часть, какой-то процент от заработной платы своим работникам, но в Кыргызстане это было невозможно, потому что из-за нынешней ситуации и экономики у нас правительство не было способно оказать такую поддержку, и некоторые компании были вынуждены закрываться, сокращать, не выплачивать зарплату, и также они обанкротились. То есть это нынешняя ситуация. В связи с этим у меня такой вопрос. Государство помогало, хотя бы пыталось изменить систему налогообложения, сделать послабления по кредитам и другие способы для того, чтобы наладить ситуацию. И сейчас такое же происходит. Но насколько это эффективно? Потому что Кыргызстан все время обращается к грантовой помощи международных финансовых институтов. И в связи с этим у меня еще один дополнительный вопрос. Обладает ли институт бизнес-омбудсмена правом или мандатом обращаться к международным финансовым институтам для того, чтобы обеспечить какую-либо помощь бизнесу Кыргызстана? Yeah. Would you mind interpreting that for me, just to make sure I've got all of the nuances of it? So the question is that the government is trying its best to help our entrepreneurs, and it is trying to make the best in order to help them, but still we always address some organizations in order to receive some grants. And the second question is that does the Institute of Ombudsman have a mandate to ask for grants from international organizations? Okay. On the first part of your question, yes, I think the government is doing what it's trying to do what it thinks is right, and as much as it can within the resources that it has. Отвечая на первую часть вашего вопроса, да, я думаю, что правительство делает все возможное, все, что в их силах для того, чтобы помочь. То есть они делают все посильное на данный момент. And on that, I mean, I think the government needs to focus very clearly on the business and the investment environment to make it easier for business to do business. The private sector is best at making money. Governments aren't. The private sector is best at creating jobs. Generally, governments are not good at that. Правительству нужно сфокусироваться на инвестиционной среде, потому что частный сектор – это тот сектор, который создает больше всего финансовых средств и также создает больше всего рабочих мест. And on the business environment. So it's the business and the investment environment, not just the investment environment. Не только инвестиционная, но и бизнес-среда очень важна. And on your second question about is part of my mandate to request grants from IFIs or from the wider donor community, let's say, for business, no, it's not. But I have regular contact with the IFIs.
We are funded ourselves from EBRD as a project, but I talk regularly to all of the IFIs to exchange opinions, to offer my views on what things are happening and what support is needed on policy choices. So although it's not part of my mandate to directly ask for grants, I'm dealing with the whole international community on some of their projects where they're trying to help businesses and also discussing the situation and what kind of things might help. Sorry, that was a bit long. Yeah, it's okay. И отвечая на вторую часть вашего вопроса, к сожалению, у меня нет полномочий для того, чтобы запрашивать напрямую гранты, но, несмотря на это, я на регулярной основе вижусь с международными донорскими организациями и с международными финансовыми организациями. И я, кстати, могу поделиться своим видением, и также мы обсуждаем некоторые вопросы по тому, какую помощь можно оказать, мы обсуждаем также некоторые проекты, и я также пытаюсь продвигать свое видение. И в ходе дискуссии, возможно, мы к чему-то будем приходить. Уже сейчас можно рассказать о том, что какие идеи вы предлагаете для международных финансовых институтов? Наверняка это как минимум Международный валютный фонд. So some of the things we've been engaged in recently, we've been working with Peak, supported by the UK government. That's a project to help improve business skills for entrepreneurs. So we've done a number of webinars with them, for example. In terms of policy discussions, I'm in regular contact with the likes of the World Bank, with EBRD, with others, both representatives in the country and externally as well, exchanging views on what we think is happening, what we think the likely impact is going to be of geopolitical and events and the crisis, and exploring some of the policy options that they themselves might be putting forward. And I don't think it's right for me to explain what their things are. But mine are generally macro, because my interests are in terms of protecting business and helping develop the economy, are generally around the business and the investment climate and trying to create the right legislatory framework. Mm-hmm. Give me a second. Yes, it was long as well. У нас проходят переговоры с ПИК, это организация, которая поддерживается британским правительством, то есть мы обсуждаем проект, который направлен на то, чтобы помогать развивать бизнес и улучшать бизнес-навыки, и в этой связи мы тоже проводим ряд вебинаров. Также я на постоянной основе провожу встречи с представителями Международного банка, Всемирного банка и EBRD. И также у нас всегда проходит обмен опытом, обмен мнениями, и в связи с последними геополитическими событиями, в связи с кризисом тоже мы обсуждаем некоторые возможности проектов и политические возможности того, как мы можем в дальнейшем двигаться. Но моя основная цель – это то, чтобы обеспечить легальную основу для того, чтобы мы могли дальше улучшать ситуацию. У меня такой вопрос. Вы коснулись того, что стране необходимо привлекать инвестиции, но результаты прошлого года говорят об оттоке инвестиций из страны. Это связано с изменением политического режима, да, с переходом на чисто президентскую форму управления, да, на изменения в политическом составе. Во всяком случае, эксперты называют эти причины. Каким образом мы можем вернуть рост инвестиций в страну, и можно ли сейчас воспользоваться, к сожалению, да, приходится пользоваться таким моментом, геополитическим кризисом, привлечь больших инвесторов в нашу маленькую страну? Насколько это возможно? So it's very important to attract funding to our country, but we see that during the last year there was a withdrawal of investment to our country, and the experts say that it was due to the change of political regime and switch to the presidential regime. And how can we change this situation and attract more funding to our country? And maybe even we can use the current geopolitical situation in order to attract bigger funding. Okay, so I don't believe that it was about it was the change of the constitution and a change to a presidential system that is the cause of it. I think it's partly global reverberation of what's been happening during the pandemic. I think that's my first point.
Я не думаю, что это было связано как-то с изменением в Конституции и с переходом на президентский режим. Мне кажется, что это отголоски вообще всемирной ситуации нынешней. So what we've seen over the last 2 years with the pandemic is that companies they're having to be more risk averse in their investment choices where they go. В последние 2 года мы наблюдали за ситуацией, и мы поняли, что компаниям приходится брать больше на себя рисков в плане того, что им приходится делать более рискованные решения в плане инвестиций. But what do any investors want at any time, but more so during a crisis? They want to know that firstly there is an opportunity to invest. Secondly, they're looking at things like political stability, and obviously the events of October 2020 will impact on their assessment of political stability. They then want to know that there is consistency of policy making. So they want to know that the tax regime will be the same in years ahead, for example. They want to know that they have recourse if their investment goes wrong to get their money out. So they want to know that they're going to be protected by a fair legal system that treats them equally. Чего хотят инвесторы в любое время? Они хотят, чтобы были у них возможности для инвестиций, чтобы была политическая стабильность. И, конечно же, события октября 2020 года всегда будут влиять на анализ ситуации в вашей стране. И также инвесторы нуждаются в том, чтобы режим налогообложения тоже был стабильный в течение последующего времени тоже, чтобы они были уверены в том, что даже если ситуация какая-то изменится, они смогут вывести свои средства. И также они нуждаются в том, чтобы была справедливая, легальная система, которая будет относиться ко всем одинаково. And so what does that mean? Also, now there's more competition globally. Every country is after investment because they've suffered economically because of the crisis. So it means that any country, not just Kyrgyzstan, has to present its offer better. It has to be compelling. They have to have a brand that works, and they have to get that message out consistently to the countries that they're looking at. So there's work for Kyrgyzstan to do in terms of presenting the offer internationally to the investment markets they want to attract investors from, and also, of course, because of the situation around Kumtor, the best thing that could happen is that the two sides, the government and Centera, find a solution that works for everyone around Kumtor. That would help enormously in terms of the investment climate. И также, что мы еще наблюдаем? Во всем мире сейчас наблюдается такая ситуация, что очень много соперничества между странами, потому что все страны столкнулись с кризисом, и все страны нуждаются в инвестициях. И на этом фоне каждая страна должна предоставлять лучшие предложения, показывать себя с лучшей стороны, строить свой личный бренд для того, чтобы получать больше инвестиций. И также мы должны лучше себя презентовать для стран, для инвестиционного рынка международного, для того, чтобы улучшить ситуацию. Также в пример можно привести ситуацию с Кумтором. Если Сантера и правительство найдет какой-то компромисс и сможет найти решение, которое будет работать для обеих сторон, то это бы напрямую повлияло на улучшение климата в стране. У меня в связи с этим вопрос. Аналитики очень много говорят о том, что инвесторы, которые приходят в Кыргызстан, не защищены с точки зрения судебной системы. Насколько важно иметь уверенность, что в судах инвесторы докажут свою правоту, свою точку зрения, и их финансы будут защищены и вовремя выведены без каких-либо проблем? И как часто ли инвесторы и бизнесмены сталкиваются с судебной несправедливостью? So how important is it for there to be adequate resources Judicial to proper system, rule of yeah. law? Yeah, and, it's essential, but it's not just essential for investors. For foreign investors, it's essential for local businessmen. They need to know that the court system, the legal system, is going to treat them fairly and in accordance with the law. What I'm hearing from, and what I've heard over the past couple of years from businesses, is that they don't necessarily believe, if they are having a court case against the state, that they have much chance of success.
Это жизненно необходимо и не только для иностранных инвесторов, но и для местных бизнесменов, потому что судебная система должна работать для всех хорошо. И на протяжении последних нескольких лет я наблюдал такую ситуацию, что все говорят о том, что если у них будет, например, какое-то судебное дело против государства, то они не уверены в том, что смогут как-то постоять за себя и выиграть. Could I just add something else around the whole legal context that I think I'd still like to see reform of? In the presidential decrees about protecting business, there was a call for decriminalisation of economic crimes. It was something that I talked about, I've been pushing for, and many other people. Unfortunately, that didn't come through in the changes that were brought in. I would like to see an end to investigative detention for businessmen. I think it's bad for the economy. I think it's bad for the companies, and I don't think it's a positive step that's in line with international best practice. И также в плане легального контекста мне бы хотелось дополнить, что наше законодательство все еще нуждается в некоторых реформах, особенно указ президента о ведении бизнеса, потому что там были пункты, которые говорили о декриминализации некоторых преступлений в финансовом секторе. И это напрямую плохо влияет на экономику, на бизнес-сектор и на всех людей, которые задействованы в этой сфере. Most countries have the ability to put somebody in prison for very serious reasons while they're doing an investigation. It's generally because they think somebody is a flight risk, that they're not going to stay, they're going to run away if they do that. But it seems to me, in some of the cases I've seen here, that that's not the case. У большинства стран есть возможность посадить человека под стражу, потому что они опасаются того, что этот человек может убежать или улететь из страны. Но, насколько я смог наблюдать в вашей стране, это не является такой ситуацией. Я согласна. Давайте вернемся к кризису, который существует сейчас, и пути решения. У нас бизнесмены, все граждане, даже обладающие $1, смотрят на курс валют, что с ним происходит. Какие еще проблемы волнуют сейчас бизнес, кроме этой важной проблемы о перерасчетах, и с чем они к вам обращаются на предмет того, можете ли вы помочь им или нет? Okay, so what are the other problems apart from the Yes. exchange rate? I think the exchange rate is a huge problem for many businesses because imports are generally paid in a foreign currency, often dollars. And yet companies are receiving payment for their products and services in local currency. So if the dollar gets more expensive and the song drops, that's going to cost them more. So I think that's a really core issue at present. Other problems, of course, are how they can export goods, the costs going up more generally, whether it's fuel, production costs, of course. If everything that's imported is going up in price, then certainly for the local market, there's only a certain amount that they can raise prices. So their profits being squeezed quite dramatically. Так, я думаю, что одна из основных проблем – это, конечно же, повышение курса доллара, потому что многие компании тратят деньги в долларах, но им приходится получать деньги на их товары и услуги в сомах, и это напрямую влияет на то, как они получают прибыль, то есть как у нас растет доллар и падает сом, то их прибыльность падает также. Это одна из основных проблем, но еще есть также проблема с транспортировкой товаров, потому что очень сложно становится вывозить кыргызский товар за границу. In terms of what companies are complaining to me about, it's a number of different things actually, and many of them are not to do with the crisis per se. They're to do with their interaction with state bodies. So I still get a lot of complaints around tax issues, which is not surprising. Nobody in the world wants to pay tax. So in any country, any business ombudsman is going to have a lot of tax issues. Касаемо вашего вопроса о том, о чем мне жалуются компании, с какими вопросами они ко мне обращаются, они, конечно, обращаются по многим вопросам, но
даже некоторые не о ситуации с кризисом, а их взаимодействии с госорганами, потому что очень много у них проблем с налогами, и это очень распространенная проблема во всех странах. Никто не хочет платить налоги, и это тот вопрос, над которым работает каждый омбудсмен. In terms of, we've now been open 2 years, and as we've built up a lot of complaints and considered them, we've seen that there are problems that come up again and again in terms of how some state bodies interact with business. So, for example, one of the core systemic problems that we see is inconsistency of decision making. A company can be told one thing 1 year, and then years later can be told exactly the opposite. Not just from the same state body, not just from the same department, sometimes from the same person. This is nonsense. Мы уже работаем на протяжении 2 лет, и за это время получили очень большое количество разных жалоб, и в ходе анализа мы обнаружили, что есть жалобы, которые повторяются, и многие из них связаны с тем, что очень сложно взаимодействовать с госорганами, потому что нет у нас стабильности в принятии решений. Даже один человек может сказать одну вещь, а потом через какое-то время сказать другую вещь. Это даже не в целом госорган, это может исходить из одного человека на позиции, и это очень усложняет ситуацию. We're also seeing, for example, that in some state bodies there is a tendency to act either improperly or even illegally. So they might be interpreting a law when they don't have that right, and there is not enough accountability in many state bodies. There's not enough holding accountable people who are acting improperly, illegally against business. So they might be deciding, we see a lot of instances where even the law states if there is a difference of opinion, you must find in favour of business, and yet nearly always it's in favour of the state. Также мы еще наблюдаем такую ситуацию, что во многих госорганах не хватает подотчетности, то есть даже если человек делает какое-то нарушение, то он не будет нести за это ответственность, даже когда происходят какие-то незаконные действия. И также в любой ситуации, если есть какая-то такая сложность, которая вовлекает все вот эти вот стороны, нужно решение принимать в сторону, в пользу бизнеса, а не в пользу государства. Сейчас очень важно обсуждается проблема, которая длится с июля прошлого года. Это контрольно-кассовые машины. Это большая проблема для малого бизнеса, для среднего бизнеса. И я знаю, что вы также принимали активное участие в изменении законодательства для того, чтобы было удобно и государству, и бизнесменам. Я понимаю, что необходимо платить налоги, чтобы делать налогообложение прозрачным. Но мы при этом понимаем, что бизнес объективно сейчас не может обеспечить сам себя с точки зрения приобретения аппаратов. Как быть, как выходить из положения? Стоит ли дальше делать вот эти послабления, на которые идет государство? Но также делать бесконечно нельзя. Точно так же, как мы переносим страхование человека, как страхование медицинское, как страхование автомобилей. Мы постоянно откладываем, но это необходимо. Это больная мера, но она необходима. Как найти баланс идеальный? Yeah, can you give me? There is a current problem with cashier machines. And there is a very big difficulty for our companies. From the July of the last year, they are struggling with purchasing these machines, and it's very difficult for them still to do it, but they are forced to. And I know that you were actively participating in discussing this matter, and also there is a problem. We know that we should pay taxes, and we also know that our companies don't have an opportunity to purchase them themselves. Yeah. But still, we cannot keep continuing this issue, and maybe we should make some solution. And also there is an issue with insurances, with car insurances, with health insurances, and we cannot continue the same problem with it too. Yeah, there's an awful lot in that question. So on KKM, you're right. The principles behind introducing KKM are, in my view, correct.
Насчет кассовых машин, вы абсолютно правы. По моему мнению, принцип, по которому мы решили ввести эти машины, абсолютно верен. And that's not just between business and government. Government needs to know that companies needs to help companies pay the right amount of tax. Companies need to be able to prove that they've got a certain amount of income and profit so that they can know they're paying the right tax. But the third element is the customer, because customer rights in Kyrgyzstan are very underdeveloped. So if a customer has a receipt for something that they've bought and it then turns out to be faulty, they should be able to go back and swap it or get it mended. And this is how customer rights have changed in many countries through being able to prove what they've bought. And Kyrgyzstan is clearly behind. But if that increases, if confidence in consumer rights increases, people will buy more things, even in difficult times. Это не только касается правительства и бизнеса, но это также вовлекает компании, которые нуждаются в помощи в этом плане. И также мы знаем, что компании у нас готовы работать. Также эта проблема вовлекает и третью сторону, которая является клиентами, потребителями. Это люди, которые покупают продукты и услуги. И в Кыргызстане мы знаем, что проблема с правами потребителей еще очень остра, и у нас некоторые права потребители не защищаются, потому что человек, когда он покупает вещь, она ему не подходит, он хочет ее поменять, у него должна быть такая возможность, чего не происходит, когда у нас есть эти кассовые машины, люди не могут их уже вернуть. И также у нас происходит по всему миру перемены в правах потребителей. Кыргызстан, конечно, немного отстает. И если мы улучшим права потребителей, то в целом ситуация будет гораздо лучше, благоприятнее, и люди будут покупать больше товаров, вещей, даже когда будут тяжелые времена. In terms of my experience, generally, governments around the world introducing new laws, new policies, I think they've been most successful, or the ones I've seen being most successful have various characteristics that are common amongst them. Could you repeat the last part, please? Yeah. So there are various characteristics of governments introducing successful legislation. Согласно моему опыту, правительства, которые работают в этом направлении и хотят улучшить ситуацию, у них есть какие-то основные общие характеристики. So, for example, there is enough research done before a draft law goes forward to look at what the implications might be of that law when it's introduced, and to see whether there might be any unintended consequences, whether there might be impact on other laws that would need changing as well. There is generally very lengthy, full, open, transparent consultations with all stakeholders, and there is enough time given to ensure that on important legislation they get it right. And conversely, countries that do things in an untransparent way, that do not engage stakeholders and listen to them enough, and try to rush through legislation, tend to make mistakes. Например, перед тем, как законопроект продвигается дальше, проводится обширное исследование для того, чтобы выявить, какие могут быть последствия, как это может повлиять на другие законы, и какие могут быть непреднамеренные действия после того, как этот закон будет принят. И в целом нужно проводить очень долгие, прозрачные, открытые консультации со всеми задействованными сторонами, для того, чтобы мы все были уверены в том, что когда принимается какой-то большой закон, то все будет сделано правильно. И также наоборот, страны, которые не придерживаются этих шагов, они часто ошибаются. В связи с этим мы заканчиваем наш эфир, у нас время, к сожалению, подходит к концу, но есть такой вопрос. Какие бы вы советы, самые простые, самые короткие, дали нашему бизнесу, нашим кыргызстанцам в связи со всем с тем, что происходит, и когда вы видите свет в конце тоннеля? So our
Meeting is already Yeah. So what do I advise finishing. business Yeah. about what? So what are your suggestions to our business, to our entrepreneurs? Когда все будет хорошо. Right. I think the first thing on that is to say that I've got faith in the medium and longer term of both Kyrgyzstan, of Kyrgyz business and in the economy. Первое, что я хочу сказать, что я верю в то, что у кыргызского бизнеса светлое будущее. And the economy and the country. У экономики и у Кыргызстана. But this is a really difficult time. So companies have to be prepared to think differently, to think outside the box, and to be flexible. Но это долгий процесс, и компании должны быть готовы к тому, чтобы мыслить нестандартно и мыслить по-новому. And they have to try to do everything that they can to survive, so that in time they will be able to recover and help the economy grow in a sustainable way. Они должны сделать все возможное, чтобы выжить в это трудное время, для того, чтобы восстановиться и уже помочь экономике развиваться дальше. So they need to stand up for their rights, they need to work with their business associations to ensure that problems they're facing are communicated with government, and if they're having problems with the state, they should come to me. And my experts can either advise them, or if they believe their rights have been infringed, they can make a complaint to me through our website, and we can look at it and try to help them. Они должны защищать свои права, стоять на своем. Также они должны работать в бизнес-ассоциациях для того, чтобы передавать свои опасения, чтобы у них был диалог с правительством. И если у них будут какие-то проблемы с правительством, они могут всегда обратиться ко мне, мои эксперты помогут им. И также они могут написать любые жалобы через наш веб-сайт. Спасибо большое за такую интересную беседу. Очень много интересных мыслей, свежих мыслей. Это очень важно. Я желаю вашему институту дальнейшего развития, чтобы как можно меньше обращалось к вам людей, вы занимались анализом, возможно, подготовкой каких-либо стратегий, которые вы могли бы предоставить кабинету министров для улучшения работы. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был бизнес-омбудсмен Кыргызстана, господин Робин Орт-Смит. Еще раз спасибо. А со своей стороны я обещаю, что уже совсем скоро вы можете прочесть наше интервью у нас на сайте. Все самое интересное вы читаете также у нас на сайте, в наших социальных сетях. Подписывайтесь, мы есть везде, абсолютно везде. Даже ВКонтакте теперь есть. В Одноклассниках мы были, и мы будем вновь развивать эти странички. И помните, что Кактус Медиа любит вас.